Загадочное исчезновение победительницы конкурса «Миссис Бурятия» и ее спутника. Родственники потеряли их в ночь с 11 на 12 апреля. Больше 500 человек сейчас задействованы в поисках. Версия убийства первая в рассматриваемых. Появился подозреваемый. Миссис Топ-модель 2024 и мама двоих детей, 30-летняя Сесек Буинова, пропала через несколько дней после финала конкурса красоты «Миссис Бурятия». Уже больше 2 месяцев о судьбе молодой женщины ничего не известно. Для меня счастье – это моя семья. Мой муж Борис, мои сыновья Кирилл и Александр. Каждый день они дарят мне новые эмоции, свою любовь и теплоту. Родные Сесек рассказали, что ради детей она бралась за любые подработки. И вечером 11 апреля отправилась таксовать на своем автомобиле. Ее муж в это время был в командировке, дома ее ждали 2 сыновей. Но с тех пор Сесек никто не видел, а вместе с ней без следа пропал ее знакомый Станислав Нарбоев. Камеры наблюдения зафиксировали, как в тот вечер он садился в ее автомобиль. Позже машину Сесек нашли со скрученными номерами в одном из дворов, а на окраине города в промзоне волонтеры обнаружили следы крови и разбросанные вещи пропавших. У Сесегина колготки здесь обнаружили, а Стаса футболки, жилет, кроссовки. Кровь была, сказали, кровь принадлежит Стасу, а внизу Сесеги была. По городу сразу же поползли слухи, что Сесек и Стас были в отношениях и что с ними из-за ревности мог расправиться муж Сесек. Тем более по камерам наблюдения видно, что со стоянки пропавшие уехали не одни. К ним в машину сел еще какой-то мужчина. Кто меня обвиняет, это их право. Их не домысл. Каждому человеку что-то доказывать я не обязан. Что за мужчина сел в машину к королеве красоты? Причастен ли он к исчезновению Сесек и ее спутника? И почему о пропавших до сих пор ничего не известно? Мы провели свое расследование и нашли уникальное видео сегодня в нашей программе. Мария Скуратова, подруга пропавшей Сесек, в нашей студии. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, как я понимаю, все произошло 11 апреля и до сих пор ничего особенно не известно. Да, все верно. В ночь с 11 на 12 апреля Сесек уехала таксовать, и пока ничего не известно. И мы слышали вот сейчас из нарезки выпусков новостей, что огромное количество волонтеров принимало участие. Да, вся республика Бурятия всполохнулась, потому что это очень резонансно, все запереживали, очень много людей участвовали в поисках, очень огромные территории пешими, не знаю, как сказать, осмотрами, все осматривали, искали, любые зацепки, любые мелочи, все, вот эти вот листовки, все расклеивали, информация распространялась, но толком ничего не нашли. Ну, расскажите нам про свою подругу, все-таки вот каким человеком она была, да, чем занималась. 2 детей ждали ее в ночь исчезновения дома, да, и вот таксовать это было ее желание, или это была подработка, или что? Ну, Сесек вообще была очень веселой, доброй, открытой девочкой. Таксовать, ну, это, скорее всего, подработка, как необходимость какая-то. А вообще за все она бралась, много увлечений, на вокал она ходила, в студию вокала. В конкурсе вот красоты участвовала, путешествовала и детьми, и собой занималась. Но вот сейчас мы видим кадры с конкурса «Миссис Бурятия-24», который прошел за несколько дней до трагедии 7 апреля. Сесек вышла в финал, да, и завоевала титул «Миссис Топ-модель 2024». Давайте посмотрим, какой Сесек предстала перед зрителями и жюри конкурса. Приветствую жюри, зрителей и участников. Кто я? Я Буинова Сесек. Мне 30 лет. Родом я из Селендинского района Иройской долины. Безумно позитивный человек, активная и всегда в движении. Я – это моя семья, мой муж, мои дети, мои родные, которые всегда рядом и поддерживают меня во всех начинаниях. Я радуюсь жизни, каждому новому дню и верю в то, что каждый из нас должен быть счастливыми и наполнять эту жизнь яркими эмоциями. Для меня счастье – это моя семья, мой муж Борис, мои сыновья Кирилл и Александр. Каждый день они дарят мне новые эмоции, улыбки, свою любовь и теплоту. Для меня участие в конкурсе – это попробовать себя в чем-то новом, посмотреть, что я могу, ну и, конечно же, удивить жюри и зрителей своими идеями. Именно поэтому я сегодня здесь.
Спасибо. Но вот когда ССЭК пропала, и несколько недель эта новость была в топе всех пабликов и телеграм-каналов, наши редакторы связывались с родителями ССЭК, но они сказали, что мы сами найдем, нам помощь не нужна, и они как-то закрылись. Как вы думаете, почему так? Ну, родственники ССЭК, наверное, все еще верят, надеются и ждут, что она найдется, вернется. Поэтому, ну, сами, наверное, прикладывают какие-то усилия. Обращаются там, к шаманам, что-то узнают. Ну и плюсом, как бы, все равно общественность в Бурятии на тот момент помогала. А скажите мне, а как вы думаете, все-таки вот этот Стас, который оказался у нее в машине, это ее друг? Вы слышали что-то о нем до этого момента? До этого момента нет, ничего не слышала, не знала. Насколько знаю, точно так же и из источников массовой информации, что они незадолго до этого познакомились. И, ну, если ССЭК поехала таксовать, думаю, что, возможно, может быть, он попросил ее довезти куда-то, или, может быть, она его попросила о какой-то помощи с ней куда-то съездить. А это правда, что участились случаи нападения на таксистов в республике? Ну, и на таксистов, как бы, и вообще, в общем, на людей в целом. Есть такая тенденция, что люди исчезают или нападения какие-то происходят. Но наш корреспондент Сергей Семейский, он сегодня здесь, удалось побывать дома у ССЭК. Давайте послушаем, что сейчас родные рассказывают о ней. В этом доме проживала ССЭК со своей семьей, Борисом и 2 детьми. Сами они построили этот дом, сами сделали ремонт своими руками, вдвоем. Сами посмотрите, вот. Никаких богатств, ничего нету. Но Самая простая среднестатистическая семья. детская. Вот детская комната. Жил один мальчик. Вторая комната, который старше живет здесь. Вот это их комната. Они здесь жили. Не заставлено, потому что все вот это делает они. Вот ремонт, еще не законченный ремонт. Были большие планы на будущее. Жили очень дружно, никогда не ругались. Хорошая хозяйка, на детей никогда не кричала. С ними она всегда, постоянно вместе. ССЭК у нас была очень спортивная. Она как бы со школы занималась спортом. Она играла в волейбол. Вот 13 апреля она должна была ехать на соревнования. За сборную она играла. Она, когда конкурс закончился, она говорит, мы уже разговаривали, она говорит, я исполнила еще одну свою мечту детства. Вот, поучаствовала в конкурсе красоты. Мы говорим, да это только начало, у тебя еще все впереди, говорю, будущее-то. Еще не такие конкурсы будешь, не в таких конкурсах участвовать. Она говорит, ну, посмотрим, говорит, как получится. И Борис успевал и работать, и с детьми посидеть, да. и позаниматься, в школу возить, и привозить, вот так. Он поддерживал ее. То есть они проявляли Нежно, чувство друг друга, да, нежности были. нежностью, да, вот так. Как бы всегда они обнимались. Ну, такие, это в прошлом году у них была фотосессия. Борис сейчас только думает он про свою супругу, про СССР. Каждый раз говорит, может, где-то удерживает, может, где-то выйдет куда-то, откуда там найдется. И от этой неизвестности это вообще какой-то ужас. Хуже нету, когда вот такая неизвестность, уже сколько, уже 2-й месяц идет, и никто ничего не может сказать. Мы детям просто сообщили, что мама потерялась. А что случилось такая трагедия страшная, мы не говорим, просто потерялась. И они в надежде, когда кто-то приходит, они бегут к двери и смотрят, может, мама пришла, может, она заходит. Сереж, ну очень стильный, минималистичный дом. Честно говоря, очень странным показалось. Жилой дом, ну вот как будто убрали все лишнее, чтобы мы там, не дай бог, на что-то не обратили внимания. Но давайте напомним, как развивались события в тот вечер. Камеры наблюдения зафиксировали, что на стоянку возле небольшого магазина сначала подъехал Стас на своем автомобиле, а потом туда подъехала ССЭК. Стас садится к ней в машину, и почти час они сидят и о чем-то говорят. Непонятно, ждали они кого-то или нет, но примерно через час к ним в машину на заднее сиденье садится неизвестный пассажир.
и машина уезжает. Через несколько дней машину ССС со скрученными номерами находят в одном из дворов. В машине, по свидетельству очевидцев, были следы крови, но никаких следов таинственного пассажира. Вот сейчас вы видите скрученные номера. Эту машину как раз волонтеры и Следственный комитет ее находят. Но сначала пропавшей считается только СССР. Когда родные узнали, что мать двоих детей не приходит домой, они, значит, начинают поиски, розыск. И в ходе поисков в промзоне на пустыре волонтеры находят документы Стаса. И вот как это было. Тогда поняли, что они были вдвоем. Мужицкую куртку нашел. Одежда там какая-то. Непонятно, то ли колготки, то ли что это. Трусы мужицкие. Колготки женские. Нашел черные колготки женские, футболка. Сумка, куртка. Женская, мужская? Мужская куртка. Ниссановские ключи в кармане. Какой-то Нарбоев Станислав Сенгеевич. Инзагатый. Мама Стаса, Нина Нарбоева, вот что рассказала Сергею, как она узнала обо всем. Мы сейчас находимся на месте, где обнаружили вещи Стаса и Сесеги. Сесегина колготки здесь обнаружили, а Стаса футболки, жилет, кроссовки. И в жилете в кармане банковские карточки, ключи от машины и ключи от квартиры. Вот здесь мы обнаружили под матрасом, волонтеры обнаружили вещи под матрасом. Они искали Сесегу. А потом они нашли в кармане были документы моего сына, водительское удостоверение. А я даже не знала, что у меня сын потерялся. И мы сразу подключились. Ой, было очень тяжело, конечно. Я думала всегда, что вот сегодня, сейчас мы найдем. Когда вот это все происходило, да, 2 поезда проходило. Мы по камере видели, 2 поезда проходил. И они же сигнал подали, что возле рельса кто-то ходит. И через час приехала Вохр. 1 человек сидел в кепке. Они подъехали, он сидел в машине, у него спросили, что ты делаешь. Он сказал, я сломался, показал удостоверение. Они сказали, удостоверение, как МВД, как пенсионер МВД, и фамилии не разглядели. Как они спустились в этот момент, он уехал на машине. Сотрудники вот этого Вохр опознали потом этот автомобиль? Да. Автомобиль была. На этом месте были обнаружены какие-то следы крови? Кровь была, сказали, кровь принадлежит Стасу, а внизу Сесеги была, принадлежит Сесеге. Кровь была прямо на земле, да? Да, на земле была. А много крови там было? Да, вы лично видели? Да, видел. Первое предположение было, что муж намешан. Ну, конечно, очень тяжело. Уже сегодня почти 2-й месяц нету сына. Я верю, что мой сын жив. Всегда буду верить, пока я не увижу своего сына. Нина Нарбоева присоединилась к нам. Здравствуйте. Я понимаю, что вы переживаете 2 месяца, никаких известий о сыне. Мы сейчас слышали ваш рассказ про мужчину в кепке, которого видели в машине СССР. Удалось узнать, кто это был? Нет, еще не удалось. Ну, а ваша версия, вот как ваше сердце матери, что подсказывает, что могло произойти со Стасом и СССР? Ну, это случайная встреча, видимо, или запланированная, я не знаю. А Стас когда-нибудь вам рассказывал о СССР, о их взаимоотношениях, что их могло связывать? Про Сесегу он не рассказывал, потому что они только знакомы неделю, и их 2-я встреча только была. Они знакомы неделю, но вы рассказали Сереже, что за 2 недели до исчезновения сын, который всегда жил с вами, да, он чем занимался? Какая у него профессия? Он работал, он закончил Восточный государственный технологический университет, строительный факультет, и работал в строительной сфере. То есть он вел здоровый образ жизни, занимался спортом, долги, кредиты были у него? Нет. Угу. Он же волейбол, да, играл еще? Да, волейбол играл. И вот Нина рассказала, что сын всегда жил с ней, но за 2 недели до исчезновения он решил снять квартиру, да, и пожить отдельно.
Давайте послушаем. Бирочка, моя сыночка. Рос веселеньким. Хорошо учился. В армию пошел. Когда он присягу получал, ай, мой сын, моя опора была. Со мной жил, всю зиму со мной жил. И вот буквально числах 25-го, наверное, в 20-х числах он переехал туда, в съемную квартиру. Это в марте? Да, в марте переехал. А он как-то говорил, почему он хотел отдельно жить? Да, говорил, личную жизнь хочет устраивать, но я была вот согласна. Ему уже 26 же было, как-никак. В планах у него было купить квартиру, жениться. 11 апреля он ко мне домой приезжал, поужинал с нами. Веселенький был. Сказал, поехал на квартиру, отдохнул, завтра на работу. Вот когда он одевался, ему кто-то позвонил. И он сказал, я сейчас выйду, перезвоню. Я думала, это девушка. Когда ко мне приезжал, он в рабочей одежде был, но он переоделся. Одежда все на диване была. И что-то он торопился, что ли. Такое ощущение, что даже прихожий свет не выключил. Не знаю, куда он торопился, я даже не знаю сейчас. Итак, еще раз, да, то есть перед исчезновением он приходил к вам? Да, приходил после работы, приходил, поужинал с нами и сказал, завтра на работу, отдохну и завтра на работу. Ну, а вот сейчас, уже оглядываясь назад, вам не показалось странным, да, что он решил пожить отдельно? Нет, он в прошлом году, когда он работал, тоже в прошлом году снимал квартиру. И когда у него работа заканчивается, он вахтовым методом, дорожным мастером работал в строительной компании. И тоже в прошлом году снимал квартиру отдельно. Андрей, позвольте вопрос. Да. А скажите, пожалуйста, конечно, дай бог, чтобы они все были живы, безусловно. Мы просто желаем этого. Но вы сказали, что такое впечатление сложилось, что что-то произошло внезапное. И вы знаете, такое ощущение, что вы, наверное, отчасти правы. Потому что когда, как показывает жизнь, там, скажем так, криминальная практика, когда к чему-то готовится, делается все планомерно, никогда наспех, что называется, госномера в багажник не скручивают, не бросают, и документы не разбрасывают по полям. Вот. Такое впечатление, что тот, кто к ним сел, он действительно их знакомый. Это предположение, безусловно. И что-то произошло внутри. И это первое. И второе, вы знаете, мне напоминает, Андрей, случай, когда, вы тоже это как-то освещали, по-моему, когда два аниматора, мужчина и женщина, ехали, у них пробило колесо, они остановились, какие-то там подошли алкоголики помочь, и в итоге их просто убили. И их всех потом задержали, спрашивали, а зачем вы, для чего вы убивали? Один там взял то ли 30 тысяч рублей, другой там какую-то мелочь, просто произошло внезапно, убили двух молодых людей. И они сами не могли пояснить, почему это произошло. Да, но здесь 2 месяца никаких ни тел, ни следов, да, кроме вот того, что мы увидели. Это же вот это самое странное. А вы на этой квартире, которую он снимал, были? Пришли, посмотрели, что там происходило? Да. И что? Все чистенько, все аккуратненько. Можете поподробнее описать? Вы зашли в квартиру, когда вот только они пропали. Что там было? Свет включен был, и на диване одежда была, и кровать заправлена, и стаканы на столе было, и все как... А сколько стаканов было? Что там происходило? Стакан был, и там ложка, тарелки были, Скажите, а соседи этой квартиры что вам рассказали? С кем он приходил в эту квартиру? Соседи, никто, ни с кем он не приходил. А вы с сотрудниками полиции туда Да, приходили? сотрудником полиции. А сейчас что в этой квартире? Уже сдали уже квартиру хозяева. А, уже другим сдали, уже другие люди. Да, другие люди уже живут А ваш сын знал мужа пропавшей девушки? Вообще когда-либо, как-нибудь? Знал его вообще по данным или они встречались? Вот по-вашему. То есть на что намекает Евгений Харламов? Мог ли бы муж ССЭК причастен, по вашему мнению, к... Нет, он не знал, наверное, я не знаю даже. У них вторая только встреча была. Неделю тому назад познакомились.
Нет, а муж, вы говорите в сюжете, я думаю, что муж может быть причастен. Как я понимаю, Сереж, муж же работал в правоохранительных органах? Ну, говорят, что да, он бывший сотрудник. И там с этим связано еще будет много интересного. Андрей, но с другой стороны, ведь здесь же вот говорили о том, что он в этот момент был где-то то ли в командировке, то ли в отпуске, то ли куда-то уехал. То есть это, как я предполагаю... Он работал на вахте, да. То есть у него есть алиби, что его не было в городе? Да. У него есть билет. Он прилетел уже позднее, когда уже пропали. А ваш сын ходил на конкурс красоты, где принимал участие СССР? Он вам что-то рассказывал? Нет, не ходил. А при каких обстоятельствах они познакомились? Извините, мне вот этот вопрос интересен. Имеется в виду ваш сын вот с девушкой, которая тоже пропала? Мой сын отдыхал с другом в ночном клубе, и они с СССР в тот день познакомились. А это кто он сказал? Друг его. Друг сказал? Да. А она там была одна? С подругой. Но давайте мы сейчас сделаем короткую рекламу. Сразу после этого продолжение нашего расследования. Сергей Семейско обнаружил тайное видео, которое может пролить свет на исчезновение королевы красоты вашего сына. После рекламы мы все увидим. Еще раз добрый день. Сегодня мы говорим о загадочном исчезновении королевы красоты в Улан-Удэ. Ранее в программе. Миссис Топ-модель 2024, мать двоих детей, 30-летняя Сесек Буинова и ее знакомый, 26-летний Станислав Нарбоев, пропали в столице Бурятии больше 2 месяцев назад. Вечером девушка уехала таксовать на своем автомобиле, а через несколько дней ее машину со скрученными номерами нашли в чужом дворе. Камеры наблюдения зафиксировали, что в вечер исчезновения Сесек встретилась со Станиславом на стоянке возле торгового центра, а потом к ним в машину сел еще один пассажир. Что произошло дальше, до сих пор остается загадкой, но больше Сесек и Стаса не видел никто. Их вещи волонтеры обнаружили на окраине города, на пустыре, там же нашли следы крови. Мать Станислава, Нина Нарбоева, в нашей студии рассказала, что накануне пропажи Стас куда-то спешил и как будто убегал из съемной квартиры, бросив вещи и не выключив свет. Той же ночью в автомобиле Сесек за рулем видели подозрительного мужчину в кепке. Она считает, что со Стасом и Сесек мог из ревности расправиться ее муж, хотя того в городе не было, и у него есть алиби. А подруга Сесек Мария Скуратова рассказала, что в городе участились случаи нападения на таксистов, и Стас и Сесек могли стать жертвой грабителя. Сергей Семейско провел несколько дней на месте пропажи Сесек и Стаса. И давайте посмотрим, что ему удалось узнать. Внимание. Дом, где проживала Сесек Буинова, находится в удаленном районе Улан-Удэ. 11 апреля около 8 часов вечера она оставляет детей дома одних, а сама уезжает потаксовать. Поработав в общей сложности около 1,5 часов, Сесек высадила последнего пассажира и отправилась на встречу с подругами на парковку к одному из торговых центров по улице Бабушкина, куда приехала около 22 часов. Это место находится сравнительно недалеко от дома, где проживает Сесек. Здесь мы видим, что это довольно-таки людное место. Здесь есть какие-то заведения общественного питания. И здесь легко можно постоять, пообщаться, и при желании можно зайти и попить кофе. Немного пообщавшись, девушки разъезжаются, и Сесек, со слов подруг, отправляется домой к детям. Но, видимо, в пути ее планы поменялись, и она заезжает на парковку к еще одному торговому центру по этой же улице, где ее уже с 22 часов 25 минут ждет Станислав на своем автомобиле. Но стоит сказать, что это место находится по пути к дому Сесек, и отсюда до него остается буквально 5-7 минут. Мы понимаем, что здесь не освещенное, нелюдное место. Возможно, они прятались от лишних глаз. Дальше здесь железная дорога. Ну, очень странное место, честно говоря, для свидания. Вот. И очень удобное место для каких-то тайных переговоров. Целый час они о чем-то беседовали в автомобиле. 23:45 на заднее сиденье присаживается неизвестный мужчина, и автомобиль неуверенно уезжает с парковки.
В 0:19 машина ССЭК попадает под камеры видеонаблюдения у строительного торгового центра. Автомобиль направился по улице Бабушкина в сторону поселка Вахмистрово. Расстояние между последними двумя точками, где зафиксировали автомобиль, около километра. Сейчас мы находимся в том самом месте, где были обнаружены вещи Станислава и ССЭК. Там были футболки, мужские трусы, женские колготки, жилетка, в кармане которой были обнаружены ключи от автомобиля Станислава и банковская карта. Их нашли вот в этой низине. Но самая страшная находка была обнаружена здесь, на земле. Это были следы крови, принадлежавшие пропавшему Станиславу. Уединенное место, и сюда приехал автомобиль, я думаю, целенаправленно, для того, чтобы не было возможности зафиксировать, что же здесь происходило. Ну вот мы видим, что здесь сейчас... разбросаны вот такие камни. На самом деле это слитый бетон с местных предприятий. На тот момент, когда в апреле пропали молодые люди, здесь ничего этого не было. Если бы вещи вовремя не обнаружили, то, скорее всего, они были бы скрыты под этим самым строительным материалом. Я думаю, что здесь были и сотрудники с собаками, но тела до сих пор не обнаружены. Сам автомобиль ССЭК был обнаружен 14 числа вот на этом месте, во дворе дома по улице Столбовая. Автомобиль был без номеров, они находились в багажнике, также отсутствовало зеркало заднего вида с регистратором, и на лобовом и боковых стеклах была кровь. Это место было выбрано не случайно, потому что на домах нету камер видеонаблюдения, и отсюда можно было уйти незамеченным. Еще в километре от того места, где был брошен автомобиль, в 6:28 утра был зафиксирован последний выход в сеть с телефона ССЭК. Вот в этом месте мы видим, что здесь людная площадь, торговые центры, рынки, общественное место. Мы помним, что телефон до сих пор не был найден, и остается вопрос, кто выходил в сеть и для чего. Павел, что вы скажете, глядя на то, что рассказал Сергей? Вы знаете, здесь можно построить несколько версий. Основная версия, я так понимаю, для всех это убийство. Убийство из чувства ревности, грабежа, все что угодно может быть, да? Вот. Другая возможная версия – похищение. Третья версия с целью пиара, с тем, чтобы, теперь о них знает вся страна, может быть. Да, это, скажем так, успокоение родственников. Может быть, они живы. То есть они могли сбежать и сейчас где-нибудь на пляжах Зато их сейчас все без знают. документов навряд ли они уедут. Безумная версия. А что там права? Так вот, все, что я увидел, я думаю, правоохранителям элементарно установить третье лицо, потому что мы знаем точку, где они втроем были, время, их передвижение и куда. С помощью биллинга элементарно установить, какой телефон был вместе с ними, кто пришел. Трудов практически нет. Я уверен, что если правоохранители установили, то они ищут это лицо. Скорее всего, оно установлено, третье лицо, только оно не найдено. Но вот Сергей же говорит, что последнее место, где зафиксирован телефон, там все в камерах. Так-то берешь эти камеры, снимаешь и видишь, кто оттуда звонил. И первые дни все это можно было найти. С другой стороны, если они паркуют машину в том месте, где нет камер, они тоже это знают, понимаете, бросают там, у этих домов. Андрей, есть еще и четвертая версия. Конечно, абсурдная, может быть, на первый взгляд, но такое происходит, когда человек первый уезжает куда-то на заработки, сообщая предварительно своему сообщнику, грубо говоря, тот обеспечивает себе алиби, а этот сообщник по предварительной договоренности исполняет то, что хотел первый человек. Грубо говоря, тем более он прекрасно понимает, какие последствия могут быть. Понимаете, то есть если человек работал, тем более в каких-то там, я ни на что не намекаю, я просто говорю, как оно может происходить. Поэтому я согласен с вами, Павел, что, скорее всего, сотрудники правоохранительных органов уже, может быть, даже и установили, но специально не дают эту информацию, опускают такую ложную дезу, извините за тавтологию, чтобы люди понимали, как будто никого мы не нашли, но на самом деле кого-то ищут. Хочу пригласить корреспондента телеканала «Оригус» Александру Фишеву. Она сегодня в нашей студии, она занимается этой историей с самого начала. Здравствуйте. Как вам версия, которую вот сейчас озвучил Евгений Харламов, что да, у мужа есть алиби, он в командировке, но он может быть заказчиком, а тот, кто подсел к ним в кепке, это исполнитель?
На самом деле я довольно много общалась с мужем ССЭК, с Борисом. И эта версия про то, что он сделал это из ревности, но, как по мне, она не самая правдоподобная. У мужчины огромное горе произошло в семье. И, понятно, он перед камерой не плачет, понятно, он передо мной не плачет, он не хочет ни с кем разговаривать. У него 2 детей сейчас на плечах фактически, и ему нужно сосредоточиться на их будущем. Вот. И мне кажется, точно это сделал не он, тем более у него было алиби, он был в Хабаровске, билеты все есть. Вот. И он прошел полиграф, который показал, мне кажется, отрицательные, так сказать, версии. Сергей, вы встречались же с ним. Давайте послушаем, что он вам рассказал. Внимание. Ну, для меня был шок это. Тот день позвонила сестра Сегину. Когда последний раз созванивался, я говорю, 11 числа вечером. Все нормально было. Дома дела она делала, говорил, уборку наводила. Она просила деньги на продукты. Я говорю, ну ладно, я скинул. Вам позвонили, вот сообщили, что она пропала. Ваши там действия дальнейшие, что делали? В тот же день вылетел на самолете до Иркутска. С Иркутска на машине приехал. 14 утром числа здесь был. Начал поиски. Неделю ходил, искал. Практически вообще домой даже не появлялся. Днем и ночью ходил, искал. Следственный комитет вообще не хочет со мной работать. Потому что, ну, как бы главный подозреваемый никакой информации не дает. Ни экспертизы, ничего не дает, не показывает. Элементарно даже сережку, которую нашли, даже меня не уведомили, не пригласили ни на опознание, ничего не говорят. У меня все видео на телефоне, как бы, и у меня все забрали. Кто меня обвиняет, это их право, их не домысл. Каждому человеку что-то доказывать я не обязан. А так бы был бы виноват, я бы здесь не стоял, наверное. Но слухи идут. Говорят, там по пропаже человек, который подсел, ну и машину перегонял, был человек с органов. И он знал весь маршрут. Он когда там новостройка есть, он подъехал, остановился. Сначала вспомнил, что там камера, я объехал, потом с другой стороны машину поставил. Вообще там верите, что она, жена еще может быть жива? Да, верю, надеюсь. Планов много было. Но дом построили, капремонт сделали. Будущее тоже было. 3-го ребенка тоже хотели, дочку. Вы знаете, вот все, что я увидел, я думаю, тут обязательно нужно дело передавать в центральный аппарат. Что Следственного комитета, что МВД, чтобы занимались опера Главного управления уголовного розыска. Объективно, потому что есть подозрение, что там коррупция, там еще что-то, да, что если сотрудники МВД по какой-то причине не хотят видеть, биллинги не истребуют, ничего не говорят, вот независимых из Москвы, только это может помочь разобраться в этом деле. Александр, скажите мне, вы тоже принимали участие в поисках, какие еще версии ходят? Вообще, как я сказал, версий много. Их 3 вот из последних версий, которые я слышала, говорят, что это мог сделать бывший сотрудник правоохранительных органов. Вот, но опять же утверждать ничего нельзя. То есть Следственный Подождите, комитет... а вот вы говорите, кстати, я хотел бы сразу акцентировать внимание, я никого не обвиняю и не вправе обвинить, поэтому ни мужа бывшего или там действующего, ни родственника. Это первое. Второе. А для чего сотруднику полиции, вот с ваших слов там, или сотруднику правоохранительных органов вообще, ну, убивать или там похищать вот эту вот пару? И настолько открыто, все-таки, извините меня, это не в глухом лесу было. Вот так вот потом разбросать документы, кровь там на полях. Для чего это нужно?
Все зависит от человека. Я не знаю, каким он был человеком. Может быть, какая-то потасовка произошла. Может быть, он к ССЭК начал приставать, а Стас за нее заступился. Все может быть. Лена, а что говорят наши зрители в колл-центре? Ну, нужно сказать изначально, что когда в апреле произошла эта вся история, то нам стало приходить уже тогда очень много сообщений, очень много зрителей пишут о том, что ССЭК знали и любили в городе, что она была очень позитивная, классная девушка. И большинство сообщений из тех, которые к нам приходят, они направлены в сторону родственников ССЭК, потому что люди поражаются, как это так. Вместо того, чтобы бить тревогу, приезжать в студию, как мама Стаса это сделала, они действительно ходят по гадалкам и пытаются что-то узнать таким образом. Также очень много сообщений направлено в сторону мужа ССЭК. И вот как здесь уже говорили, есть разные варианты. Либо он мог заранее спланировать, как было сказано выше, либо он мог приехать на день из командировки, совершить то, что случилось, и вернуться. Опять же, потому многие зрители говорят о том, что он работал в полиции, это не секрет, и у него такая возможность была. Ну и еще есть очень такая романтичная история о том, что Стас и ССЭК могли инсценировать свое похищение, даже убийство, для того, чтобы просто уехать и начать жизнь заново. Такое тоже не исключают люди абсолютно. Вы знаете, версий может быть очень много, но вот понятно, что сейчас самый уязвимый — это супруг на данный момент, потому что понятно, что все смотрят на него, но это видно, что это совершенно не агрессивный человек, который очень часто сопутствовал тому, чтобы она могла проявляться. У меня возникает ощущение, что и встреча с этим Стасом — это не романтическая встреча. Я, конечно, могу ошибаться, но по моим ощущениям что-то происходило совершенно до того. И этот Стас, он, может быть, был знаком, может быть, был другом, но в какой-то момент она обратилась к нему за помощью. То ли какой-то риск, то ли какая-то ситуация, куда попала она отдельно. Мужа не было, и она кому-то обратилась к этому Стасу за какой-то помощью. Ну, может быть, мне хочется так думать, я не знаю. Послушаем, что говорит подруга ССЭК, которая тоже принимала участие в поисках. Она рассказывала, что конкурс дал ей какое-то воодушевление, что ли, чтобы продвигаться дальше. Она вообще хотела всем показать, что она такая сильная девушка, что она все может. И такая пробивная, так сказать. Вообще, когда пропали ССЭК и Стас, я была в диком шоке. Как могла ССЭК пропасть? Это что, как-то в маленьком городе таком, да, все друг друга знают, везде камеры навешаны. И думала сначала, может быть, это 1-2 дня максимум, и все, и придет обратно. Может быть, какой-то порыв страсти или что-то такого. Вот они ходили вместе на волейбол, играли там, потому что он тоже увлекался волейболом. И там они познакомились, да. Когда объявили пропажу, после этого начался резонанс, так сказать, в соцсетях. И я такая позвонила своему коллеге и сказала, давай, может быть, тоже поможем. И мы когда приехали туда, мы встретили, так сказать, поисковую группу. Прямо он остановил их на дороге. Они такие говорят, мы провели обыски у Стаса дома и нашли наркотики там. Сколько? Каких наркотиков? Я что-то вообще не поняла. Я такая сидела просто недоразумение. Ладно, там любовь, морковь — это другое дело. Тут уже наркотики связаны, это уже криминал какой-то замешан 100%. В студии сестра Станислава Нарбоева, Надежда Балданова. Она считает, что Стас попал в криминальную историю из ССЭК. Наркотики нашли у вашего брата в квартире. Я вообще первый раз слышу такое. Это неправда. Мой брат не то, что с наркотиками там был связан. Он у нас ведет здоровый образ жизни, он играет в волейбол, он не пьет, не курит. Ведь вы же тоже принимали участие в поисках, и сначала вы даже не знали, что брат пропал, и принимали участие в поисках просто королевы красоты, да, когда было объявлено? Да, изначально мы не знали, что Стас потерялся. Мы искали всем городом девушку ССЭК. Вот, стало известно только 13 апреля. В соцсетях выложили видео, где нашли документы, где нашли вещи Стаса. А как ты думаешь, вот это видео, что они сидят на парковке час, и дальше этот мужчина садится к ним в машину, он кто? Он знакомый Стаса, он знакомый с ССЭК? Вот твоя версия какая? Я не знаю, знакомые они, не знакомые. Скажите, а вы вот,
своего брата знаете очень хорошо, Да, естественно. Он, да, как видно, он Он с добрый, криминалом никогда- безотказный. А могли ли его, по вашим ощущениям, попросить у себя что-то хранить, и, скажем так, с этой целью он начал снимать квартиру, ну, отдельно, что называется. Нет. И потом Нет, это нет. вот вскрылось, или же какая-то договоренность не произошла в момент общения в течение часа. Вот как вы считаете? Он с криминалом никогда не был связан. Он у нас очень воспитанный, очень спокойный мальчик. Но вот Елена Донзанова, она была свидетельницей знакомства Стаса и ССЭК, встречалась как раз с ССЭК, как я понимаю, в кофейне до исчезновения в 22:30. Внимание, что говорит. Это тот самый ресторан, когда ССЭК познакомилась вот со Стасом. В тот вечер мы с ней пришли сюда гулять, 2 апреля, получается. То есть он был с компанией, мы были вдвоем. А они познакомились на танцполе, все. Ночное время было или Ночное дневное? время было. Как Это после услышал? часу, по-моему, или в 2. В конце, уже когда заведение закрывалось, он ее на медленный танец приглашал, и все. Ну, я у нее спрашивала, кто это. Она сказала, вот, подошел познакомиться. Я спросила, сколько лет? Она сказала, 27. Я еще посмеялась. Ну, он же типа молодой. На следующий день, после того, как мы погуляли, она его фотку мне скинула. Ты помнишь его? Вот, типа, я с ним знакомилась. Я говорю, ну да, что-то такое. Вот он меня в сети нашел и начал мне писать. Хотя она сказала, что мы с ним контактами не обменивались, я ему страничку не давала. Он сам ее нашел, видимо, и начал ей писать. Но он был, видимо, настойчив к общению, хотя, ну, он же знал, что она замужняя женщина, да, у нее дети. Меня тоже это насторожило. Почему, да? Если тебе сказали, как бы, я замужем, и ничего, ну, на больше не рассчитываю, то, как бы, обычно же, ну, люди же перестают там написывать, да? А он, видимо, все-таки писал. После этого случая, да, говорили, ну, я услышала, что с нашей деревни тоже девушка, да, волейболистка, что этот Стас тоже ей писал. Сэга же участвовал в конкурсе «Мисс Бурятия». Ее подруга тоже участвовала в этом конкурсе, и он тоже ей писал. И мне это тоже очень странно показалось, почему одновременно, да, буквально вот в апреле, да, в начале апреля он писал не только ССЭК, он писал нашей девушке еще с деревни, да, и еще какая-то там девушка. Ну вот, я хочу, кстати, Андрей, обратить внимание, что там говорят, что за 2 недели якобы они познакомились, но они познакомились гораздо раньше. И вот как раз там Екатерина говорит, что они в волейбол вместе играли. И это было где-то полгода или год назад. Все, что я увидел, могу сказать, что если преступление и было совершено, оно точно не было заранее спланировано. Да. Если бы оно было заранее спланировано, мы бы не видели ни этой записи, не нашли бы вещей и не было бы крови. Мало того, и в автомобиле бы крови не было. Если заранее спланировано, значит, вывод какой? Муж ССЭК точно не причастен. Так, давайте мы сейчас сделаем небольшую рекламу. Через несколько минут в нашей программе сенсационное видео, которое не видел никто. Что зафиксировала камера наблюдения в промзоне в ночь, когда пропали ССЭК и Стас? Вы увидите все своими глазами. Что пытаются скрыть? Не переключайтесь. За этим неравным браком пристально следила вся страна. Племянница Рената Ибрагимова на 6-м десятке вышла замуж за 23-летнего. И вот как гром среди ясного неба пара подала на развод. Грибами вся поросла, сидит здесь, выступает, блин. Прямой эфир в пятницу в 16:30. Еще раз здравствуйте. Сегодня мы говорим о загадочном исчезновении королевы красоты и ее спутника в Улан-Удэ. Ранее в программе. Миссис Топ-модель 2024, 30-летняя ССЭК Буинова, исчезла в столице Бурятии вскоре после финала конкурса красоты. Вместе с ней пропал и ее знакомый, 26-летний Станислав Нарбоев. Камеры наблюдения зафиксировали, что в вечер исчезновения молодые люди встретились на стоянке возле торгового центра, а потом к ним в машину сел еще один пассажир. Вскоре после этого автомобиль выехал из зоны видимости камер, ССЭК была за рулем. Личные вещи и одежду пропавших волонтеры нашли на окраине города на пустыре. Там же были следы крови. Машину ССЭК со скрученными номерами обнаружили брошенной в одном из дворов, где не было камер. Что стало с ССЭК и Стасом? Живы ли они или кто-то мог расправиться с ними, до сих пор неизвестно. Напомню, что в нашей студии работает колл-центр. Лена, что пишут в своих комментариях зрители?
Вот я хочу сказать, что сейчас пришла очень интересная информация. Значит, смотрите, в конце апреля в селе Сотниково, а это относительно недалеко от пустыря, где нашли вещи ССЭК и Стаса, в заброшенных хозяйственных постройках внезапно случился большой пожар. Место нелюдное, но постройки почему-то загорелись, и площадь пожара была достаточно большая, порядка 500 квадратных метров. Очень многие местные жители считают, что этот пожар случился не просто так, это был поджог, который, кстати, мог уничтожить какие-то следы и улики. И многие связывают эти две ситуации, поэтому, например, вот многие пишут, что если тела ССЭК, не дай бог, конечно, и Стаса были спрятаны там, то теперь под вот этим огромным пожарищем и слоем пепла вряд ли их можно найти и идентифицировать. И еще очень важный момент, тоже про это же село Сотниково. Также в конце апреля там случилась трагедия. Якобы бывший сотрудник правоохранительных органов убил действующего сотрудника из огнестрельного оружия, а потом застрелился сам. И говорят, что очень важно, что стрелявший мог быть причастен к пропаже ССЭК Буиновой и Станислава Нарбоева. И насколько достоверна эта информация, мы не знаем, но об этом пишут нам, об этом пишут в местных пабликах. Вот, и, возможно, на это тоже стоит обратить внимание и попробовать там Можно вопрос поискать. задать? Скажите, пожалуйста, а у вашего сына друзья, какая-то социальная жизнь? Вообще, вот кроме того, что семья, да, была какая-то? Кто-то вот, с кем он общался? Да, он очень был общительный, очень много у него друзей. Ну, Он с друзей кем- действительно у него много. Вот они участвовали в поисках. Там, как, знаете, 2 клана из Улан-Удэ, бурятских, вот, вместо полиции все это пытались раскрыть. Только единственное, мне вот непонятно, друзья как раз вот Стаса владели видео с камер видеонаблюдения, но когда мы просили, чтобы мы помогли с расследованием, там, рассмотрели получше видео, может, качество подправили, нам камеры Ну, не дали. Это объяснимо, потому что вот эта культура, она достаточно вертикальная и закрытая культура. И для тех людей, которые там живут, это невероятно сложно. Вот то, что произошло, это очень тяжело, и им очень сложно об этом говорить вслух. Поэтому на этих этапах они пытаются все удержать внутри. Именно поэтому со стороны ССЭК, например, да, они там стараются меньше говорить об этом. Это как бы культуральные особенности. Но на самом деле, вот то, что здесь, у меня есть какое-то такое странное ощущение, как будто бы вообще, а что было за всем этим? Потому что хочешь или не хочешь, да, думаешь, муж уезжает, а с кем дети? Я не понимаю, дети с кем оставались? Вот этот момент... Одни остались, одни. Одни оставались Одни до в доме, часу ночи регулярно. Они 2 дня провели там одни. Ну вот что-то странное. Подождите, Андрей, у меня не укладывается в голове одно. Спортивный парень, хороший, со всех сторон, закончил университет. И здесь вот проскочила информация, что у него на квартире нашли якобы наркотики. Вот как это соотносится с подобным? Это действительно так? Нет, конечно, Нет, это не кто? так. Я же была сама на квартире с следственным отделом, с оперативниками, но не было никакой наркотики. То есть это все Кто такой? слухи? Да. Но Сергею, находясь там, удалось обнаружить видео с камеры наблюдения, которая была установлена на одном из строений в промзоне, там, где нашли ССЭК и Стаса. На нем практически ничего не было видно, и неделю специалистам в Москве потребовалось, чтобы разглядеть, что там происходит. И давайте посмотрим это видео. Итак, мы видим, как на пустырь заезжает автомобиль. Он останавливается, и возле него происходит какая-то возня. Это похоже на потасовку. И такое ощущение, что один из борющихся падает на землю. Второй человек возвращается к автомобилю и начинает тащить от него в сторону что-то очень похожее по очертаниям на тело человека. Дальше тот, кто тащил тело, какое-то время возится у машины, а потом уезжает и возвращается спустя 45 минут. И когда он возвращается на то же самое место, мы видим, что к нему уже подходят 2 человека. Дальше он выключает фары, и все погружается в полную темноту. Так что понятно, что у того человека, кто зашел в машину к ССЭК и Стасу, были сообщники, или которые появились там через 45 минут, которые помогли спрятать и отогнать автомобиль во дворы или кто-то другой. Как раз около 2 часов ночи автомобиль действительно возвращался сюда, и подъехали сотрудники охраны вот этих местных предприятий, которые проверяли документы.
Человек, сидящий в машине, сказал, что якобы он сломался. Вот, они увидели удостоверение бывшего сотрудника полиции, они не запомнили ни лицо его, не запомнили ни фамилию, не посмотрели документы. Возможно, это, речь идет про них просто. Но в любом случае, те, кто подъезжает, у них есть видеорегистратор, тем более это охрана. Это все фиксируется. Второй, вот правильно сказал Но Павел. согласитесь, странно, что то место, где нашли, залили бетоном, да? Ну такая тоже Вот это интересно. вопросики. Выбрано да? место. Это И интересно. главное, кто? Ведь тоже можно проверить, кто привез туда бетон, да? Кто залил, почему именно в это место. Я к чему и хотел подвести. Правильно сказал Павел, что вот если бы подключились, не умаляя достоинств, конечно, профессионализм местных следователей, но бывали такие случаи, когда уничтожали целенаправленно те или иные видеозаписи. И, кстати говоря, при сложных технических экспертизах эти записи, при наличии к тому желания, они восстанавливались. Да, это тяжело, да, это очень трудно, но это восстанавливается как ребус. И потом виновные, естественно, в совершении того или иного преступления, они устанавливается, их привлекают к ответственности. Но опять-таки, если очень сильно захотеть. Ну что, давайте послушаем комментарий официального представителя Следственного комитета по Республике Бурятия Дмитрия Столярова. Внимание. Уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения мужчины и женщины, передано в производство следователей отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления. Также в следственно-оперативную группу включены наиболее опытные следователи-криминалисты отдела криминалистики Следственного управления и сотрудники уголовного розыска полиции. На улице Домостроительной, на участке местности между автодорогой и железнодорожными путями обнаружены следы крови, которыми обильно пропитан грунт. Согласно результатам исследований, данная кровь принадлежит пропавшему мужчине. На обнаруженном позже автомобиле пропавшей женщины найдены следы крови в виде капель, принадлежащие владельцу этой машины. Поэтому в качестве основной сейчас рассматривается версия об убийстве пропавших людей. Подозреваемым является неизвестный мужчина, который подсел в автомобиль к потерпевшим на улице Бабушкина возле магазина. Для идентификации его личности, в частности, производятся экспертизы по улучшению качества видеозаписей, на которых запечатлено данное лицо. По делу продолжается производство комплекса следственных действий, оперативно-розыскных и поисковых мероприятий. Ну что, время программы подходит к концу. Я думаю, что ваше предложение по визиту лучших следователей из Москвы туда, в Улан-Удэ, наверняка ускорит ответ на вопрос, что произошло с королевой красоты из Бурятии и кто этот человек. Мы следим за развитием этой истории. Берегите себя и своих близких. До свидания.